Республики Коми. Ребятки, к вам видеообращение с моей стороны. Ну, такой небольшой вопросик, просьба, претензия, кому как будет удобно. В данный момент, ребята, у нас идут ливни, непонятно вообще, погода стрёмная. А завтра 9 мая, великий праздник, и возможно, по прогнозу у нас будет даже снег. Ночью будет минус и днем будет снег. Не знаю, второй год уже такая ситуация. В прошлом году даже у нас отменили салют, потому что пошла буря, пошла метель, короче, ну, что-то в этом роде. В данный момент, ребят, хочу с вами пообщаться вот по поводу рыбалки в плане промысла. Ну, как это можно озвучить? Промысел — это такая ситуация, что в данный момент я со своей стороны еду в тайгу, закидываюсь и добываю, ребят, рыбу, допустим, не спортивным способом. Кому-то это звучит как браконьер, но в нашем регионе, в нашей республике рыбу сетями ловить можно. Ну, конечно, какие-то там нюансы, кто-то забивает мешками, кто-то ловит для себя. И я к вам обращаюсь в плане вот этого, то что сейчас в данный момент рыбалки никакой, ребята, потому что вода прет. Вот я сейчас в данный момент на участке у себя зашел тут взять кое-какие вещи. Просто участок весь залит. Огороды не покопать, ну, в плане вот этого. И тем самым с другом решили закинуться, добыть рыбы, ребят, реально для пропитания, для своего использования, как бы, ну, то, что мы добываем, ребята, мы это реально употребляем, мы на этом живем, как бы мы это кушаем, это как второй хлеб, можно так сказать. Кто-то идет в магазин, покупает колбасу, там, покупает там семгу, горбушу, еще что-то, а в данной ситуации идешь на охоту, добываешь дичь, рыбу и тем самым тоже кушаешь, как бы кормишь свою семью, близких и родных. И кому, ребят, будет это интересно, вот в плане вот этого, как это все происходит, напишите под этим комментарием, под этим видео комментарий, кому это будет интересно, в принципе. В принципе, я понимаю, что многие там начнут дизлить, задавать много вопросов, там оскорблять, потому что браконьеры, там еще что-то. Нет, ребята, берем немного сетей, чисто для себя, реально, не на продажу, там, не забиваем мешки, там еще что-то. Ячья стабильно крупная, потому что, ну, взять парочку хороших рыбешек это достаточно, не надо там конкретно выбивать мелочи и так далее. Так что, ребят, кому это будет интересно, напишите, пожалуйста, я в данный момент завтра собираюсь уезжать. Снимать это, не снимать, выставлять это, не выставлять, как бы, как это все происходит, вот реально, потому что будем жить в лесу, даже не на баньке, будем жить в лесу и как бы готовить пищу на природе, не знаю, как будет погода, можно будет замерзать, может будем подпадать под дождь, ну, как-то так, ребят. Второе, ребята, обращение к вам. Есть у меня хороший знакомый, просто твердый такой человечек. Зовут его Александр Стреленко, канал Стофити. И, ребят, хочу я его вам преподнести, потому что с человечком мы уже общаемся второй год, если не изменяет мне память. Мы уже с ним созваниваемся, списываемся. Естественно, у нас разница между нами достаточная. Но живем, в принципе, по московскому времени. Хочу, ребята, убедить вас подписаться на его канал, даже не подписаться, зайти посмотреть. Рыбалку у ребят отличная, рыбки там у них хватает, и это он показывает тем своими видеоми. Сейчас в данный момент, ребята, включу небольшую заставочку, ролик такой, трейлер небольшой, сами все поймете. И кому это будет интересно, заходите, ребят, подписывайтесь. Приветствую вас на рыболовном канале Стофити и компания. С вами я, Саня. Рыбалка. Во-первых, это весело, во-вторых, полезно, и, наконец, это очень-очень интересно. Это может быть выезд на природу на пару выходных или пеший поход в самые красивые места родного края. По мере возможности постараюсь наполнять свой канал новыми и более интересными видео. Заходите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, я буду рад каждой встрече с вами. И самое главное, любите природу. В принципе, ребят, вы поняли, о чем речь. Парень реально достойных
достойных просмотров, потому что человек показывает хорошую рыбалку, конкретную, не богатую, как я вот это я могу вам объяснить, там приехал там куда-то туда, там наловил, закидал, там нет, реально компания 100FT, так и она называется, очень веселый, отзывчивый паренек, ну как паренек, мужичок. Ну я просто от себя, ребят, как-то выражаюсь, вы мне как бы это простите уж. И, ребят, поддержите человечка, кому будет интересно, подтягивайтесь, переходите по ссылочке и поддержите, ребят, Санька своей подпиской, там, лайком и даже дружбой. Многие, конечно, на него подписаны, я в плане знаю, но вот в плане какого-то зрителя, возможно, кому-то будет интересно. Север, у него в данный момент еще лед стоит, еще ходит на зимнюю рыбалку, так что, ребят, контент у него очень интересный, и человек оборудованием и монтажом занимается грамотно, это 100%, так что смотреть одно удовольствие. Ну все, ребят, вот такие две просьбы к вам, как видеообращение. Подписывайтесь на Саню, поддержите меня или не поддержите, напишите, пожалуйста, в комментариях, кому это будет интересно. Буду выкладывать это, не буду. На канале конкурс у меня, ребят, кстати, заканчивается, завтра уже День Победы, и конкурс я буду подводить, так что у кого какие-то планы еще там недоработки, так что, ребят, делайте вещи, и конкурс уже будем разыгрывать через пару дней, я так думаю. Как раз приеду и разыграем. Ну все, ребят, всех с Днем Победы, счастья, здоровья, любви. Что еще можно пожелать? Ну это такой мировой праздник, ребят, что тут просто, я не знаю, минута молчания, наверное. Это праздник от Бога, отвечаю. Все, ребят, от меня респект всем. Всех обнял. Все, ребят, Дрюня на связи, увидимся.